Петя, открывай! Галина Хренова, староста деревни Перелоги, прекрасно знает, что настоящее имя Пети – Перумшо. Но он сам хочет, чтобы односельчане звали его Петей или Петровичем. И ему приятно, и людям удобно. Пети дома нет, уехал на велосипеде в соседнее село. Во двор выходит его жена, Катя. На самом деле она, конечно, Курбангул. Третий, да. Ничего. А почему вы решили Катей назваться? Перевод по-русски Катя будет. Мы касаемся к ним, и они другой раз касаются. Так, не лезем, не тронь нас, и мы такие будем, правильно? Да. В 90-х крошечные Перелоги таяли на глазах. Умирает старик, умирает дом. А домов-то тут всего и есть 30. Как раз в те времена в потерявшейся среди болот и полей деревне появился первый чужестранец – дед Назар. В 92-м Назар Хушаков спасался от войны в Афганистане. Потом ненадолго вернулся на родину проверить, жив ли сад с домом. Но сыновья, которые к этому времени уже перебрались в Россию, решили, что жизнь отца с матерью дороже сада. Так Назар и его жена оказались сначала в Твери, а потом и в Перелогах. Первое, что сказали Назару местные жители – здесь жить нельзя, болото. Дед возмутился и решил изменить вековое течение местного ручья. 400 метров дальше она речка была. Я ему закрывал категорически, что сюда не попала вода. Дальнейшим подвигом деда Назара в обустройстве личного пространства селяне уже не удивлялись. Сыновья помогли купить трактор, дед развил бурную сельскохозяйственную деятельность. Скотину в деревне сегодня держат только таджики. Их русские соседи относятся к этому как к само собой разумеющемуся. Те, кто постарше, сетуют на пошатнувшееся здоровье, тех, кто помоложе, устраивает статус дачников, наезжающих в Перелоги из города. Большинство выходцев из Таджикистана давно получили российское гражданство, но с некоторых пор поселилась в Перелогах смутная тревога. Кризис, эхо войны на Украине и ужесточение политики в отношении мигрантов будет в когда-то бежавших от гражданской войны людях прежние страхи. Вдруг снова придется сниматься с места. Не унывает только дед Назар. Тверскую землю он считает второй родиной, но дом с садом в милом сердцу Шаартузе он так и не продал. И пока не собирается. Александр Кулыгин, Тверская область. Специально для программы «Настоящее время».